Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас, что начнется в вашей жизни с понедельника, о чем вам важно, нужно узнать заранее. Просто загадайте на себя, так и спросите, что меня ждет с понедельника. И пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Так, а что у вас тут за преграды были? Здесь вот какие-то преграды были, и вы в этих преградах находились. То есть человек, который стоит на одном месте, и куда бы он ни пошел, вперед, назад, вправо, влево, упирается как будто бы в преграду, в забор некий. Либо это люди вот забором стали и никуда вас не пускают. Вы как будто бы в ограничениях были. В ограничениях. Угу. Смотрите, но если следовать этому фрагменту, то ли вы выше станете, чем эти люди и заборы, то ли забор станет меньше, либо люди уменьшатся. Достаточно просто перешагнуть. Да? Сделать один шаг, перешагнуть. Открываются дороги, открываются возможности, ограничения спадают. Ограничения. Возможно, вас высшие силы поставили на паузу. Да? Типа не спеши. Не спеши, не пари горячку, либо время неподходящее, там, совершенствуйся, приходи в себя, исцеляйся, восстанавливайся. Может быть, да, я могу предположить. Вот вы набрались сил, за выходные вы отдохнули, либо вы как-то по-другому стали себя ощущать, мир ощущать, и высшие силы такие: окей, готова, да? Теперь можешь переступить и идти туда, куда тебе нужно. Но у кого-то, да, действительно время пришло. Время пришло, вы готовы, ситуация созрела, все, иди и делай. И 100% будет результат. Ну, интересно, конечно, показали. А может, вы и сами придумаете, что вам сделать, как вам вырасти. Рост — это очень частый знак того, что человек сам придумает, либо поймет, что конкретно нужно сделать, либо как преодолеть ту или иную преграду. Вот, знаете, инсайт такой, вот такая: точно, надо переступать. Вот, и у вас получится, у вас точно получится. То, что вас ограничивало и сдерживало, больше ограничить и сдержать вас не может. Вы стали гораздо больше и выше. Ну, либо эта ограда уменьшилась, преграда, как хотите, так и называйте. И еще с понедельника нужный человек появится. Нужный, важный, желанный. Вы все разные. Ну, допустим, вы ищете какого-то специалиста, но найти не можете. С понедельника придет информация с точными координатами, имя, фамилия, адрес офиса, либо там телефон, имейл, да, все получите. У кого-то, например, человек пропал, да, был да сплыл, и вы очень переживаете, вы очень расстроены, вам бы, конечно, хотелось бы поговорить, узнать, что произошло, где этот человек. И человек выйдет на контакт, выйдет на связь, и у вас все нормально. Поговорите, обсудите, успокоитесь, и нервничать вы точно не будете. И также, возможно, вы вот искали человека, который вам что-то пообещал, либо вообще должен был, да, и человек вот прям исчез, как корова языком слезала. И вот вы на этого человека буквально наткнетесь. Да? Вот где-то там пойдете в город, в магазин, на работу будете ехать и смотрите: ага, вот он мой должник, либо вот он, кто обещал, она, да, может, это женщина. То есть нужный человек, и вы контактируете, да, вы сможете поговорить, договориться. И еще с понедельника денежный вопрос тут показан, и он очень острый, он буквально вот ребром стоит. Вы знаете, начнет решаться, но немножечко вот с левой стороны, да, с уклоном влево, у вас рыба какая-то странная, она не плывет,
она не лежит, она не сидит, она как будто бы на хвосте стоит. Видите, на хвосте. А еще интересно, показывает, что у нее икра. У этой рыбы икра, у вашей рыбы икра. То есть случиться может что угодно. Вплоть до того, что какие-то чудеса произойдут. Но и также, возможно, вы найдете нужную сумму, либо получите нужную сумму, и еще денег будет больше. Да? И нужная сумма будет, и еще деньги останутся. Вопрос с деньгами закроется. Начинает закрываться и закроется. Икра. Вот здесь ключевое все-таки даже не рыба, а сама икра. Вот икре вы порадуетесь больше всего. Кстати, вот у меня мысль такая, может, вы давно хотели икры себе купить, но, допустим, дорого, да, хорошая, качественная икра стоит дорого. Либо, в принципе, вы в таком месте находитесь, где там не особо икру найдешь, днем с огнем не сыщешь. Вот. И, возможно, да, у вас не только с деньгами решится вопрос, но вы сможете купить и побаловать себя икрой. Почему бы и нет, и такое может быть. Так, еще с понедельника показывают решительного человека, который буквально делает шаг в вашу жизнь. И я так понимаю, что человек ухаживать за вами станет, добиваться вас будет. Если вы девушка, понятно, да? Кстати, вы не против, потому что вы этому человеку буквально руку протягиваете. А если вы мужчина, то вы, наверное, в первую очередь будете очень шокированы такому событию, а потом уже не против, да? Может, у вас такие мысли в голове: господи, маньячка какая-то пристала ко мне, что ей нужно от меня. А потом поймете, что вы красавчик, и девушка просто влюбилась и начинает за вами ухаживать. Почему бы и нет? Почему бы не попробовать, да? Когда девушка сама, да, за вами вот решила приударить. Я так вижу, что у многих, не у всех, но у многих с понедельника прям такой романтический настрой. Здесь такие искорки летают приятные. И еще мне очень нравится, что вы не против. Да? Вы не против. Это не какие-то навязчивые отношения. Это не так, что человек прям ходит, требует, да, вашего внимания. Возможно, вы тоже давно посматривали в сторону этого человека, испытывали симпатию, почему бы и нет. И тут, пожалуйста, с понедельника, казалось бы, понедельник день тяжелый, а у вас романтика закрутится, да? А у вас романтические приключения начнутся. Кстати, возможно, даже вот люди, которые давно вместе, в паре, в браке, и, допустим, у вас уже давно, такие прям родственные отношения, супруг либо супруга, там что-то романтическое приготовит, скажет: давай-ка мы вместе там посидим, поужинаем, поболтаем, либо куда-нибудь сходим. Человек соскучился, понимаете? И самое время, да, обновить ваши отношения, вернуть страсть, так сказать, в вашу жизнь семейную. Неплохо, очень даже неплохо. Это вас здорово отвлекает от каких-то тяжелых мыслей, от каких-то тяжелых событий и от каких-то проблем. Так, еще у кого-то из вас с понедельником буквально, если можно так сказать, я скажу, начинается новая жизнь. Жизнь, о которой вы всегда мечтали, но, к сожалению, позволить себе не могли. С чем это связано? Я не могу сказать, да, слишком широкий такой круг зрителей. И тут конкретно не показано, но здесь руна, и эта руна называется Ера. Это руна урожая, достатка, ресурса. И она у вас прям, как в жизни, как некое солнце, да, которое вас ведет. Возможно, именно с понедельника начнут исполняться какие-то ваши желания и мечты. Возможно, именно с понедельника у вас откроется доступ к неким ресурсам, к которым раньше вы никак не могли, не то чтобы там дотянуться, подступиться не могли. Также это может быть связано не только с деньгами, не только с материальным, но и с какими-то другими, да, радостями в жизни. Но вот мне идет, что вы буквально сами себе говорите, что это какая-то другая жизнь. Раньше этого ничего не было. И раньше, я даже представить себе не мог, не могла, что я это получу, либо получу доступ к этому.
Может, это даже как-то связано с вашей работой, с бизнесом. Ну, вот как новая жизнь начинается, изобильная. Да? В какой-то сфере будет максимально изобильная, потому что это руна изобилия. И еще самолетик. Смотрите, какой самолетик. И он вертикально взлетает вверх. Что-то вы загадаете в понедельник. Загадаете мечту, желание, что-то загадаете. И ваш самолетик вертикально летит в небо. Летит к высшим силам, чтобы высшие силы исполнили, я так понимаю. Ну и также, возможно, кто-то будет покупать билеты на самолет, либо кого-то встречать, кто вот летит на самолете. А может, вы и сами будете лететь на самолете. Вот такое положение самолета, оно очень классное на самом деле, да. Помех нет. Помех нет, и такой самолетик очень быстро наберет высоту на самом деле. Да, самолеты так не летают, но в эзотерике все нормально. Это лучше, чем вот такой взлет горизонтальный. И еще здесь вот какое-то событие показано, которое очень громко произойдет. Событие. Вы там не участвуете, но вы то ли какие-то бенефиты с этого получите, ну, плюсы, плюшки, то ли для вас это как камень с плеч. Событие произойдет. Что-то очень громко случится, так что резонанс пойдет, так что все узнают, об этом будут говорить, об этом могут показывать, там, в новостях, например, ну, либо все друг другу будут об этом говорить. Вы, когда услышите, либо когда увидите, ну, вы как ребенок. У вас ощущение детского праздника, и вы думаете, ну надо же, как так? Ну, ой, как же я благодарен небесам, там, да, теперь так легко, так хорошо, одной проблемой меньше, да, либо самая главная проблема сама собой решилась, да, рассосалась. Хорошее событие, но очень громкое, да, потому что все будут об этом говорить. Дальше, мои хорошие, здесь какая-то вещь ваша на себя удар возьмет. Не хочется, конечно, вас пугать, но и также вы должны знать, что-то может сломаться, что-то ваше, какая-то ваша вещь сломаться, испортиться. Что конкретно не скажу, но знаю, что это вещь ваша. И эта вещь, ну вот, то ли это случайно произошло, то ли специально, она как оберег работает для вас. И вот что-то с этой вещью произойдет. Большой и сильный энергетический удар эта вещь возьмет на себя. То есть, получается, от вас отведет, на себя возьмет. Что-то может сломаться. Да, это грустно, что любимые вещи ломаются. Но с другой стороны, вы понимаете теперь почему. Потому что был очень, либо будет очень сильный энергетический удар в вашу сторону. И вещь возьмет его на себя. Лучше, конечно, вещь, чем вы. Новую, либо замену по возможности, да, купите на следующую новую луну, в следующем лунном цикле. Если вещь прям сильно важная, то поломанные осколки, да, либо частицы, да, в доме не храните. Купите тогда сейчас. Вот. Если есть возможность подождать до следующего лунного цикла, лучше тогда. Вот. Хранить нельзя, склеивать, собирать тоже не рекомендуется. Потому что вещь, взявшая на себя удар, она будет заряжена этим негативом. А когда вы его там склеите, соберете, ну что, негатив с собой будете носить. Был оберег, стал что? Порчей. Нет, так не надо, ребят, не надо. Еще вот здесь вы с кем-то за руки держитесь. За руки. Это говорит о том, что у вас будет понимание с друг другом. Вам будет легко общаться, вы на одной волне, вы друг друга понимаете, вы с полуслова друг друга понимаете, кто-то и мысли друг друга читать будет. Очень хороший диалог, либо хорошая встреча, хорошо поговорите, договоритесь и разойдетесь, довольные, да, с улыбками довольны очень будете. Так, здесь показывает человека, буквально попой в лужу сел. Женщина. Это женщина. Эта женщина села попой в лужу. Ну, это стыдно. Для взрослой женщины это стыдно. Для детей еще ладно. Ну, особенно если маленький совсем ребенок, там, ладно, шалит. А это прям взрослая женщина. И вот такое безобразие.
станет посмешищем, станет буквально звездой, главной героиней всех сплетен, конечно, до вас тоже дойдут эти сплетни. Или вы сами увидите, как она в этой луже сидит, встать пытается. Знаете, что здесь ключевое? Этой женщине никто не помогает. Люди вокруг вот так вот пальцами в нее тычут, они с нее смеются, они комментируют, они там стебут ее. Но никто из них не помогает ей встать. Никто. Вот все. И это прям самое, мне кажется, страшное. Да? Ну, в луже сидеть, конечно, стыдно, но то, что никто не помогает, это прям уже страшно. Что это за женщина, какое она имеет отношение к вам? Ну, наверное, она не очень хороший человек, и отношение, наверное, какое-то негативное. Но вот произойдет, что произойдет. Ну, не то чтобы вы там будете прям сильно довольны, но почему вам грустить? Да, она же сама в эту лужу села. Вот, и она сама людей против себя настроила так, что даже никто не пытается ей помочь. То есть, в принципе, все случится, как случится. Еще у кого-то из моих дорогих зрителей будет встреча с человеком, который вот 100% энергетический вампир. Вот там прям, знаете, клейма негде ставить. Там прям все, не знаю, на лице написано. И после этой встречи у вас даже голова немножко может кружиться, и какая-то общая слабость пойдет. С одной стороны, это очень плохо. Ну, прям нехорошо, да, забирать чужие ресурсы, забирать чужие жизненные силы. Но в вашем случае это прям нормально. Сейчас объясню почему. Возможно, у вас есть некий момент недомогания, либо у кого-то развитие заболевания. Ну, там, ОРВИ, ОРЗ, да, под кондиционером постояли, потом вышли на жаркую улицу, и все. Конденсат этот пошел, и в груди начала болеть. У кого-то, допустим, хронические болезни, да, и вы там случайно их стригерили, спровоцировали. Вот я вижу, что созревает некая боль, болезнь, но общение с вампиром вытащит из вас эту боль и эту болезнь. Да, конечно, заберет еще ваши ресурсы, но и болезнь тоже вытащит. Вы там вечерочек дома отлежитесь, покушаете плотненько, и энергия восстановится. Но болеть вы не будете, вот прям не будете, потому что вампир вытащит. А вампир, кстати, заболеет. Заболеет, причем, ну вот ни с того ни с сего, буквально на следующий день придет и уже начнет жаловаться. Там сопли, горло, либо то, что у вас как хроническая болезнь, да, там какие-то боли, и прям будет жаловаться и сопли лить. Ну что есть, то есть. Хотел поживиться чужой энергией, ну так давай, забирай не только хорошее, но и плохое бери себе. И также, мои хорошие, у кого нет болезни, да, потому что не все заболевают, не у всех созревает болезнь. Допустим, у вас какой-то неприятный случай должен был произойти. Да, не буду говорить несчастный, неприятный. Да. Ну, бывает такое. Может, оно, в принципе, да, случайно должно было случиться. И вампир заберет эту энергетику несчастья, и у вас все хорошо будет, а у этого вампира буквально вот эти несчастья произойдут. И человек вам потом будет жаловаться, говорит: представляешь, вот шел на ровном месте, подвернул ногу. Либо там где-то куда-то не успел, где-то в чем-то отказали, где-то волком посмотрели, где-то на 3 буквы послали. Ну вот вы поймете, о чем речь. То есть, в принципе, можно немножко пожертвовать своей энергией жизненной, чтобы человек либо болезнь, либо беду забрал. Ну, не беда, конечно, неприятность, да. Не хочу вас пугать, неприятность. Так, еще с понедельника вы легче засыпать будете. Я не могу понять, с чем это связано, но вам будет легче засыпать. Допустим, у кого-то, может быть, соседи неадекватные, громкие, шумные, что они куда-то уедут, съедут, либо что-то у них там происходит, да, они тише мышей сидят. А у кого-то отмена каких-то препаратов, у кого-то ситуация в жизни разворачивается, ну вот романтика начинается, да, легче засыпать будет. А возможно, вы наоборот какие-то, ну не медикаменты, да, может быть и народные там средства, там чаек какой-то успокоительный, да, и вам будет очень легко заснуть.
И вам так это все понравится, вам так будет приятно, вы скажете: точно, вот это здорово. Самое худшее, да, это мучительное засыпание, когда человек там ворочается, там жарко, холодно, в туалет, там 10 раз надо сходить. И ты хочешь спать, но ты не засыпаешь. Это вот очень мучительно, по себе знаю. Вот. И, скорее всего, вы тоже от этого страдали. А вот с понедельника как-то прям скажете: ничего себе, да, только легла туда-сюда, уже там глазки закрыла и заснула. Не помню, как в сон провалилась, да, вот какие-то такие мысли у вас будут идти. Хороший знак, неплохой. Так, смотрите, здесь маленький всадник едет в вашу сторону. Возможно, какой-то посыльный, курьер, доставщик, либо человек, который выполняет чью-то просьбу. Приедет, привезет вам заказ, привезет вам покушать, либо передаст вам что-то важное. Ну, фигура небольшая, значит, в принципе, не так-то и важно. Сам по себе этот курьер не такое значение имеет, как то, что он доставляет. Потому что за его спиной что-то большое, что-то интересное. И явно вы это ждете. Может, какая-то задержка с посылкой, и вы уже не знаете, что вам делать. Вообще придет, не придет, будет, не будет. Там, может, письмо какое-то важное, там документы должны были прийти. Ну вот видите, едет маленький курьер и что-то огромное везет за своей спиной. Так, здесь у вас цветочек, но цветочек гвоздики. А гвоздика у нас цветок верности, преданности, смелости, доблести, справедливости. Гвоздика, кстати, большая. Больше, чем вы, наверное. Ну да, вот стоит человек и гвоздика. Гвоздика. Кто-то в отношении вас с понедельника начнет проявляться именно в этих качествах. Честность, верность, справедливость, ну, как бы преданность, да. И, возможно, для вас это, да, действительно будет большой неожиданностью, но с правой стороны это на благо вам, и все-таки будет приятно. Может, вы не сразу поверите, скажете: ну, не знаю, надо там присмотреться, проверить, но эта гвоздика зацветет для вас. Кстати, у кого-то еще может быть, что вам подарят букет с гвоздиками. Я помню, вот в советские времена это прям вообще был тренд. Гвоздики, гладиолусы, и редко когда можно было найти хорошие розы. Ну, по крайней мере, там, где я жила. Но сами по себе гвоздики почему-то считались как-то траурные цветы, да. Но на самом деле это очень хорошие цветы. Вот, возможно, вам подарят букетик с гвоздиками, может, вы сами себе купите. И это будет началом новой жизни, где люди хранят вам верность, преданность, где честно и справедливо с вами поступают. Вот если где-то будете идти и увидите, гвоздики продают, обязательно купите. Вы принесете эти гвоздики в дом и впустите в свою жизнь все, что эти гвоздики символизируют. А символизируют очень хорошее на самом деле. И также вот для девушек, наверное, и для мужчин, кто немножечко сомневался в своем партнере, возможно, вы там подозревали, что, ну, мало ли, там погуливая, да, налево посматривает, все выяснится, и вы поймете, что человек был честен с вами, что человек любит вас, очень честно к вам относится и хранит вам верность. Вот такое еще может быть. Ну, а если вам кто-то дарит эти цветы, то знаете, что человек всегда до конца будет к вам очень честно, верно, преданно и справедливо относиться. Да, такое тоже есть. Так, здесь какие-то тучки, и тучки прямо это собираются. Скорее всего, это как-то связано с климатическими условиями, с погодными, с метеоусловиями. Да, возможно, перемена погоды. Ну, видите, дождик, он ведь тоже нужен. Особенно, наверное, эти грибники порадуются, да. Конец сезона, что там маслята, да, наверное, уже начинаются. Хотя, смотря в каких широтах, ну вот грибочки, да, будут. Но, опять же, если все уже сгорело под солнцем августа, то, наверное, нужно немножечко освежиться. Да, дождик точно не помешает. Ну, а если у вас какие-то были планы, там дача, какие-то дела, сад, огород, то, возможно, у вас будет смена плана, да, потому что будут дождики. Ну, либо прям дожди у кого-то будут. Ну, куда деваться. Да, на природу мы не можем повлиять.
Хотя есть поверье, что карпатские мальфары заклинают дожди, тучи заклинают. Вот, ну, не видела, не буду утверждать, но есть такое. И в самом венце у вас показаны некие открытые двери, причем их несколько, но одни прям открытые, а другие как будто бы немножко замаскированы. И понятно, что нужно прям подойти, рассмотреть, либо точную наводку иметь, точный адрес, координаты. 2 двери, и они открыты. Одна прям навстежь, да, ее видно, все, там заходишь без проблем. А вторая немножко как замаскирована. Но двери открыты. И открыты они и для вас, и для других людей. Вот, возможно, все было раньше закрыто. Возможно, конкретно для вас было закрыто. А теперь открывается. Здесь вы сами найдете, пройдете первую дверь. А вот вторая дверь вам придется немножко поискать, либо постараться, возможно, даже к кому-то обратиться, чтобы вам дали точный адрес и координаты. Ну, двери открыты, это уже очень хорошо. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.